Добрый день! Сегодня мы поговорим о таком явлении, как гипомания. Что это такое? Насколько страшен этот диагноз? Насколько можно не обращать на него внимания? С вами я, Марсель Леор, доктор наук, гипнотерапевт, специалист по мгновенной трансформации человека. Сегодня я хочу рассказать о таком явлении, как гипомания. Многие считают, что люди, которые раздражены, которые свойственно некое быстрое изменение настроения. Это просто черта характера. Поэтому говорим, не обращай внимания, он такой национальности, либо он занимает такой пост, поэтому он себя так ведет. На самом деле человек может быть глубоко болен. И этот диагноз психологи поставили в 2017 году, называется гипомания. Он особенно поражает тех, кто занимается бизнесом, те, кто находится в постоянном стрессе, в постоянном поиске, в постоянном преодолении каких-то препятствий, преодолении себя. Чем характерно? Это прежде всего боли в области сердца, сердцебиения, некие перебои, которые врачи классической медицины обычно приписывают неким заболеваниям сердца. Боли в области живота, которые могут имитировать язвенную болезнь. Говорят, у тебя рваный режим работы, рваный режим жизни, поэтому ты питаешься не очень правильно. Возможно, у тебя есть какие-то проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это скачкообразное повышение артериального давления на фоне эмоциональных реакций. Ощущение кома в горле, когда человек не может что-то сказать и все время покашливает. Нарушение аппетита, либо полное отвращение к еде, либо наоборот потребление, чрезмерное потребление, и в связи с этим проблемы с лишним весом. Конечно же, это сексуальное расстройство. Головные боли, непонятные причины. И самое, наверное, часто распространенное – это нарушение сна. Или сонливость, которая не проходит даже после того, как вам кажется, что вроде бы вы выспались. Что же это может быть? Это как раз есть симптомы так называемой гипомании. Самостоятельно вылечить невозможно, необходимо обратиться к специалисту для того, чтобы он в первую очередь определил, что же у вас. Какие признаки еще возможно определить, есть ли у вас это заболевание или нет. В первую очередь, конечно, надо посмотреть, это синдром отложенной жизни. Это когда человек все время откладывает на потом. Потом я поеду летом в отпуск, в следующий раз я куплю машину, обменяю новую одежду, либо еще какая-то другая история. Надо поработать над здоровьем, запишусь на фитнес, это будет с понедельника, либо с Нового года. И человек проживает свою жизнь, откладывая все на завтра, на завтра, на завтра, и не замечая, как он погружается в эту яму, в стрессовую яму, которая только будет усиливать это заболевание. Но это заболевание лечится очень быстро. Самое главное, не упустить тот момент, когда это заболевание будет провоцировать иные хронические болезни. Синдром отсутствия эмоций или эмоциональная холодность, когда вы знаете, чем выше карьерный рост, либо денежная составляющая человека, он вынужден контролировать в себе все эмоции, он полностью контролирует свои реакции. И это приводит к тому, что человек, так называемый, он каменеет. Его эмоции застревают внутри, тем самым возможно провоцирование этого заболевания. Либо синдром ангидонии. Что бы ни случилось в жизни, человек ему не приносит радости. Купил новую машину, нет радости. Переехал в новый дом, нет радости. Познакомился с новыми людьми, тоже не приносит. Поменял место жительства, тоже не приносит никакой радости. Все для человека серое, потому что он погружен в свою рутину. Погружаясь в рутину, этот синдром ангидонии приводит к тому, что жизнь человека раскрашивается только в серо-белой краске. Либо все хорошо, либо все плохо. Человек не получает радости, у него нет эмоционального всплеска, соответственно, нет работы гормонов и выброса тех гормонов, которые необходимы для продолжения его жизни. У него теряет интерес, и, как правило, у этих людей происходит эмоциональное и профессиональное выгорание. Также есть такой термин, как синдром хронической усталости.
вне зависимости, был человек в отпуске, наверное, слышали истории. Я отдохнул, мне еще надо отдохнуть после отпуска. Это, возможно, как раз первые признаки того, что человеку нужно обратиться к специалисту. Синдром суетности – это болезнь, как правило, вызвана информационной перегруженностью. Мы в течение жизни, в течение дня получаем достаточное количество информации, большое количество, потому что у нас много источников. Это знакомые, друзья, интернет, телевидение и так далее. И мозг человека не способен все переварить. И поэтому, когда человек не в состоянии контролировать свои эмоции, он начинает распыляться и получать информацию, пытается получить информацию, подтверждение этой информации из разных источников. И тем самым мозг его перегружен, он не отдыхает. Даже ночью он пытается осмыслить ту или иную ситуацию, он переживает даже за то, на что никоим образом повлиять не может. Если вы обнаружили в себе хотя бы один принцип или один источник, вам срочно надо обратиться к специалисту, который отрегулирует ваше состояние, исправит. Помните, что гипомания – это не приговор. Это то, что можно достаточно быстро устранить для того, чтобы ваша жизнь наполнилась новыми красками, чтобы вы получали истинное удовлетворение от того, чем вы занимаетесь. Подписывайтесь, будет много интересного.